Продовольственный пояс. Министр сельского хозяйства не Волжатер. В рамках продовольственного пояса вокруг столицы нами было поручено до 2025 года сформировать новые проекты, в том числе мощности хранения овощехранилищ увеличить на 13 тысяч тонн. В текущем году мы в целом 47 инвестиционных проектов на 68 миллиардов тенге планируем реализовать. В Акмолинской области это 28 проектов на 53 миллиарда тенге. В Карагандинской области 19 проектов на 13,9 миллиардов тенге. В целом по овощехранилищам, Касым-Жомарт Кемелович, мы актуализировали наш комплексный план. По городу Астана сейчас имеется 6 овощехранилищ на 36,6 тысяч тонн хранения. И из них холодильным оборудованием 23 тысячи тонн, оборудовано вентиляционным 16,3 тысячи тонн. Согласно комплексного плана, мы в 2023-2025 годах планируем 3 еще дополнительных овощехранилища построить в городе Астане. План был 19, сейчас 21 тысячу мы планируем. При этом в текущем году мы закончим строительство 2 овощехранилищ на 13 тысяч тонн хранения. И в 2024 году 1 овощехранилище на 8 тысяч тонн хранения. Планы все будут исполнены. В этом году мы порядка 10 новых объектов вводим. Из них крупные 2 – это овощехранилища. Кроме того, планируем до конца года многопрофильный объект вести. Там будет новый мукомольный завод, хлебзавод, молочный и также переработка мяса в этом году. В целом, хотел бы сказать, что мы выделяем около 14 миллиардов СПК для создания стабфонда. Это второй показатель по стране. И у нас дефицита продукции нету. Колебания цены в основном они сезонные, связаны с тем, что происходит в целом в соседних регионах. Мы же производим из основных социально значимых продуктов только 3 вида. Остальное все закупаем с регионов. Поэтому у нас была проблема начала года. Начиная с марта месяца показатели по инфляции, особенно по продуктам питания, одни из самых низких по стране.